hallettiği uyar sobar diyorlar siyahmal olur. Все, мы в эфире. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 28 июля 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality канал и в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, рад всем. Сейчас 8 часов, уже 1 минута только что по Берлину. И 9 часов 1 минута по городу Джахару, бывший город Грозный. Друзья, я вас всех витаю, рад вам всех наблюдать. Хамзат, Мадина, Мовидин, Адыге, Черкес. Всех я вас приветствую, алейкум салам. Друзья, я вам всем рад, справедливый человек, Адам и все остальные. Я вас, друзья, приветствую, алейкум салам. Так. Друзья, как вы, наверное, заметили, наш канал в YouTube, ну и в TikTok тоже, в TikTok-то в этом плане, хоть и жалобы на нас пишут, и висит на волоске, что могут заблокировать, я просто уже очень аккуратно выкладываю туда видео, чтобы не дать им повод, хотя они все равно, я думаю, найдут его. Ну вот, как вы, наверное, заметили, в YouTube-канале у нас убрали из серого бана, так называемого, у нас начали опять набираться подписчики, опять начали просмотры добавляться, давно этого не было, очень долго они душили наш канал как могли. Поэтому я вам еще раз, друзья, напоминаю, что ваша помощь сейчас, она особо важна. Распространяйте ссылку на наш стрим, прямо сейчас возьмите, разбросайте. Лемру и все остальные, кто сейчас тут есть, друзья, и в ТикТок, и в YouTube. Я вас всех прошу в WhatsApp, раскидайте ссылку в Telegram, Facebook, везде, где вы только можете, в группах, знакомым, контактам. Это важно еще почему? Вот почему прибавилось просмотров, там сколько, в 2, в 3, в 5 раз увеличились у нас просмотры. Это говорит о том, и я смотрел статистику, это связано с тем, что наше видео рекомендует YouTube. Что к нам начали заходить теперь люди по рекомендации. Просто люди не видят. В России наш канал запрещен, YouTube канал Reality. И, соответственно, еще нет никакой рекомендации. Поэтому монетизации рекламы тоже у нас нет. Поэтому наш канал всегда задвигался, потому что писались на нас жалобы, как мы теперь выяснили. Это делалось, видимо, как через СБУ делали ФСБшники, потом через ФБР. Точно так же, видимо, делалось и в отношении моего канала. Но сейчас все изменилось, сейчас все облегчилось, но для этого еще раз я вас призываю, те, кто находится вне фашистской России, не во время оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, вот прошу вас не распространять, не писать комментарии, не ставьте лайки, это для вашей безопасности, друзья. А так распространяйте ссылку как можно больше, пусть люди узнают правду. Так, вітання з Дніпра, Любомира Галицька, вітаю вас. Насамур, салам, алейкум салам. Так, что нам тут пишут? Сейчас нам, наверное, прибегут. Вот, Леморва, Дерес Хойлон. Вот как Лемору поделился, вы тоже поделитесь. Так, друзья, посмотрим, что нам тут пишет Аюб. Так, что делалось? Это делалось, вы не могли бы объяснить, что может происходить, если погибнет Кадыров в Чечне? Его сын очень неопытный, мне кажется, не удержит клан. Ну, Аюб, ну это как-то у вас, видимо, вы пребываете в плену российской пропаганды, там какие-то кланы, и так далее, и так далее. Ну, кланы, если
можно называть кланами, это просто агенты ФСБ и ГРУ, которые назначаются на высшие должности во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И как таковых кланов, как таковых кланов, вот в классическом понимании этого не существует. Существует агентура. Агентура ФСБ и ГРУ. И так было всегда на Кавказе, вот со времен Советов. Так они свою агентуру распределяли на разные роли. И если Кадыров погибнет, то будет назначен другой просто агент или ФСБ, или ГРУ. Вот и все. Больше ничего. Там сыну ничего не перепадет. Планировалось, как я сейчас понимаю, планировалось, что Россия станет монархией, захватит Киев, что будет Беларусь, потом Казахстан присоединят и другие там земли, которые раньше принадлежали Советскому Союзу, контролировались Советским Союзом. И они планировали Путина сделать царьком, Киевская Русь, историю украсть у украинцев и так далее, и так далее. И тогда и в Чечне тоже должно было появиться дворянство, которого никогда не было. Но вот нам КГБ решило напоследок ввести монархию. Вот такие у них планы были. Даже есть один у нас тут деятель, российский, правда, это деятель, он является, по-моему, заместителем арбитражного суда в Москве, там Ахмеда Закаева друг, его там товарищ, который имеет, по-моему, графский титул, чеченец, якобы чеченец, я не знаю, откуда у чеченцев появляются графы, как истинный чеченец могу сказать, что у нас нету, мы все дворяне, и у нас нету отдельных, выделенных дворян, все аристократы духа. И вот это как бы в планах было, что вот если бы Кадыров сейчас остался бы, и потом его власть будет переходить его сыну и так далее. Но вот что-то пошло не так вот с Киевской Русью, что-то украинцы не очень хотят быть подданными русского царя, и вот, по всей видимости, посмотрим, да, посмотрим. Как-то так, да. Так, hello, Asna. Hello, Brent Kang. How are you? Super, fine, thank you. Brent Kang. Так, какая будет тема сегодняшнего стрима? Тема сегодняшнего стрима будет Ичкерия и Украина. Asna, садо схацалуа. Юга юрюк Адам хай. Да. Так, Адам, ты назначен модератором с нашего канала. Больше не теряй. И, Адам, смотри, у тебя есть привычка много комментировать в стримах. Если ты комментируешь, то лучше не будь модератором. Если ты хочешь комментировать, общаться там, и некоторые вещи я не согласен с твоими там некоторыми выпадами на наших соседей, которые ты делаешь, я не согласен. Поэтому либо, сейчас я тебя назначил, либо ты не комментируешь или там контролируешь процесс, модерируешь просто, либо ты комментируешь, но не модерируешь, чтобы это никак не связывались с моим мнением. Понимаешь? Наверное, ты понимаешь, раз ты нас смотришь. It looks good on you. Thank you, Brent King. Здравствуйте, Штирлиц. Елдан. Ну ты надля. Слава Ичкерии. Героям слава, Игорь. Героям слава. Так. Как вы думаете, в войне, мне кажется, ближе к концу на пользу Украине? Я не совсем понял, Аюб, что вы имеете в виду. Салам алейкум. Что вы думаете о Карабахском конфликте? Акшин Рамазанов.
Знаете, Аксин Рамазанов. Каждый раз, когда заходят, например, украинцы, говорят, как вы относитесь там к Украине, как вы относитесь там к Дудаеву или к Кадырову. Заходит азербайджанец, он постоянно спрашивает про карабахский конфликт и так далее. Ну и я скажу азербайджанцам, я свой, если это понятно. Так, шалом. Алано, ты... Шалом, Алана. Так, ну к нам снова зашли 15-рублевые. Я вас всех приветствую. Кормить я вас сегодня не буду, мальчики и девочки. Поэтому придется вам, Дион, сегодня остаться без зарплаты, да. Так. Можно ли верить Иларионову, говорит справедливый человек. Справедливый человек. Иларионов хороший друг, хороший знакомый, приятель, соратник Гарри Табаха. Я верю Гарри Табаху. Гарри Табах очень такой мудрый парень. И он очень хорошо относится к Иларионову. Я как бы не знаю, россиянину верить или нет, это сугубо лично каждого дело. Ничего плохого про Иларионова, например, сказать у меня нет, в принципе нет. Единственное, что мне не понравилось, что как выяснилось, кто такой Ахмед Закаев, хотя вначале я тоже поддерживал, может Иларионов тоже не знает, кто такой Ахмед Закаев. Поэтому вот его контакты с Ахмедом Закаевым, вот что меня больше смущало. Хотя тогда мне казалось, что это единственный русский, который там с нами договаривается и так далее. Ну, как я узнал, кто такой Ахмед Закаев и его окружение, то уже я и к Иларионову отношусь уже с подозрительностью. А так, ну, ничего плохого сказать в принципе не могу. Так. Assalamu alaikum Assam. Hudu Tsigasosh. Wa alaikum Assam Sambek. There that's Dicknell so town. I am health Ингуш Аслан. Супер. А наполовину кто ты, Брент Кенг? Так, Харпричи Майла. 15-рублевый. Ну что вы, елки-палки, ну что вы вообще, ну будьте мужчинами. Я вам буду давать 15 рублей. Давайте вы будете сейчас, кому я вам укажу, будете на них гнать. Хорошо? 15 рублей. Ну, елки, по 16 рублей я выделю вам. Вы что, парни делали, девчонки делали? You are my brother, son. Thank you, Brent. Thank you. Так, ассаламу алейкум, Асан. Ичкерия смотрим. Алейкум салам, Тамерлан. Все, баркалам, Асан. Все понял. Ошибка, учимся, Асан. Ума да, Джимма Вайсо. Джимма Вайсо, так что не скромничай, да. Все они прекрасно знают. Ну, он же русский политик. Да, конечно. Ну, смотри, справедливый человек. Давай немножко об Иларионове поговорим. Иларионов во время, когда Путин взрывал с Патрушевым, взрывал дома россиян, был его советником, но по экономическим вопросам. И когда ему задали вопрос, ну почему вы были с Путиным все это время, он сказал, что он хотел сделать для России, как экономист, что-то полезное. В принципе, как любой патриот своей страны, это можно понять, эту позицию. Почему бы нет? Но если бы не вдаваться в подробности, что кто там взорвал, кто там убил, ты просто занимаешься своей экономикой, и он говорит, я якобы не лез. Сложно это понять, для меня это сложно понять, но это как-то можно еще понять, объяснить. Потом он говорит, что он ушел после Беслана от Путина, хотя Путин не любит, когда от него отходят там и так далее, и так далее. Поэтому, ну, я не знаю, что сказать по этому поводу. Да, это русский политик, это человек, который за русских, это, ну, естественно, как бы так и, наверное, должно быть, да, если он был бы чеченец и за русских, было бы странно.
Поэтому я не знаю, я не знаю. Ну, я знаю, что Табах к нему очень хорошо относится. Вот и все. Шамсудин, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Шамсудин. Аслан, а тебя не смущает, что Таба общается с Иларионом, ведь он не за развал РФ, а за ее переименование в республику? Привет, теннисист. Нет, меня не смущает. Меня смущает в целом, если Америка не хочет, чтобы произошел развал фашистской России. И в какой-то степени это я наблюдаю. Я не думаю, что у Гарри Табаха вот именно сохранить там Россию такие мысли есть. Я не помню, чтобы он высказывал за развал, наказать преступников, я это помню, вот этих Путинов, ФСБ там и так далее. За развал он не говорит. Да и в принципе, если честно, если по большому счету, я этот развал вижу только лишь для того, чтобы мы могли выйти оттуда. То есть наш Кавказ мог выйти из фашистской России. Если же мы выйдем без развала остальной России, мы выйдем из фашистской России, то мне 100 лет не нужна эта Россия. Пускай она будет какой-либо любой формы, хоть республика, хоть там, я не знаю, империя, что угодно будет. Да, они нам будут представлять угрозу, если их не контролировать. А так, как бы, я так это вижу. Поэтому меня это не смущает. Меня не смущает. Привет всем. Ставьте лайки, распространяйте, кто может. Так, трансформация РФ в республику ставит всех тех, кто сейчас в Кремле. Оставить всех тех, кто сейчас в Кремле. Да, совершенно верно. Даже, знаете, дело даже не в Кремле я вижу. Даже не только в Кремле я вижу. Я вижу дело в самом учреждении ФСБ. КГБ СССР. Это КГБ Украины, УССР. КГБ Белоруссии. Я также вижу эту проблему в КГБ Грузии. Я также вижу проблему в КГБ Казахстана. Я вижу проблему в КГБ СССР. Вот в чем вся проблема. И все, как мной сейчас перечисленные республики, они должны провести люстрацию, если они хотят избавиться от этого наследия. Но они этого не делают по разным причинам или по одной и той же причине. Они этого не делают. Как это сделала Польша, как это сделали страны Балтии, как это сделали многие другие восточноевропейские страны, которые проводили иллюстрацию, вычищали вот это все зло, которое у них было. Поэтому дело не только в самом Кремле. Можно заменить Путина там, на какого-нибудь там Мутина или там Тупина. Не имеет значения. И все, и на этом все закончится. Как-то так, Дио. Ассаламу алейкум. Окчурчар, муан алишар, хансу, закавову, интересуар, массана люшмао. Аниса, ва алейкум ассалам, Аниса. Соночи омцу, я за чеченский народ. Я за чеченский народ, Аниса. Вот как ты видишь, вот твои комментарии, другие ты видишь комментарии, которые здесь пишут такого ругательного или лживого характера, которые пишут. Это именно из-за того, что я за свой чеченский народ. Я не за фашистскую Русню, не за Кадырова, не за ФСБ, не за ГРУ. Я за чеченский народ. И вся моя проблема вот этих мудаков, извиняюсь, которые мне здесь пишут, связана именно с этим. Ахмед Закаев, вся эта ГОП-компания, они не за чеченский народ. Поэтому я выступаю оппонентом вот этих людей. Потому что эти фактически это такие же, как Кадыров, только скрытые. Я их называю завгаевцы, кадыровцы. Закаевцы, это завгаевцы. Ты, наверное, если ты молодая, может, не знаешь, кто такой. Раньше у нас такой был чувак по имени Завгаев. А так у нас есть независимые, очень много объективных, честных, порядочных людей, которые подвергаются репрессиям, их родственники подвергаются репрессиям, если они о себе заявляют. Так у нас есть президиум правительства, куда входят Алла Дудаева, Ахят Эдигов, Муса Таипов,
и так далее. Там еще есть люди. Вот и все. Независимых в Чечне нет. Конечно, в Чечне независимых нет. Но потому что Чеченская республика Ичкерия временно оккупирована фашистской Россией. Но чеченцы независимые есть. Вот и все. Салам всем свободным людям. Салам, салам аслам. Салам, мой дорогой. Витаю тебя. Если особо не общая тема, что время зря не тратить, как раз сегодня смотрел Иларион. Он говорил, как и Табор, и Боровой, что Демпартия Байден с главой ЦРУ о чем-то договорились с Путиным. Справедливый человек. Я не хочу погружаться вот американские вот в эти внутренние политические перипетии, потому что, ну, мне это интересно, это важно для нас, для кавказцев, для чеченцев, это очень важно, я скажу, конечно же. Но я знаю, что я не во всем разбираюсь в этом во всем. У меня есть люди, которым я доверяю. Вот один из них Эдмамедов, например. А есть Табах, которому я доверяю. Внутриамериканские вот эти их вещи. И вот они говорят свое мнение. Я, в принципе, соглашаюсь с их мнением, потому что, ну, мне разницы нет. Демократ там будет или республиканец будет. И мне важно, чтобы на моем Кавказе воцарилась закон, справедливость, и чтобы фашистская Россия была наказана. И все, кто ей помогал убивать и совершать геноцид моего народа. Вот что мне интересно. Поэтому я особо не вдаюсь в подробности. Но у меня возникают разные мысли. Так, соглашаюсь я там с Табахом или там Иларионова, я, например, с Табахом смотрел недавно. И вот я ловил себя на мысли, с чем я согласен, с чем я не согласен, что мне говорит. Но вдаваться сейчас, говорить об этом мне сейчас. Боровой, например, тоже очень умные вещи, очень полезные вещи говорит иногда. Поэтому не всегда его получается смотреть, но тоже иногда смотрю. И я его смотрю именно из-за того, что там Аят Идигов брал у него интервью, и в определенной степени Аят Идигов доверял ему во время интервью. И вот я вот так смотрю. А так я, конечно же, больше смотрю вот эту российскую внутреннюю кухню. Я больше стараюсь вот, изучать вот этот вопрос. Но сейчас у нас проблема с Гиркиным. На время Гиркин сейчас играет роль посаженца, потому что он на самом деле не посажен. Я думаю, это мое мнение, что не по-настоящему он посажен. Потому что сейчас грядут чистки, они идут эти чистки, мы уже видим громкие имена, фамилии, там Кагарлицкого сейчас арестовали, ну там еще много-много товарищей арестовывают, задерживают и будут дальше задерживать, арестовывать, репрессировать, сажать и так далее, и расстреливать будут, и смертная казнь будет введена и так далее, и так далее. Поэтому вот я изучаю вот эти вопросы, смотрю вот на врагов, что они говорят. Ну, очень много смотрю всего разного, пытаюсь сопоставить какую-то картину для себя в общем. Поэтому союзников смотрю мало, очень, ну, я смотрю, но не получается, времени не хватает. Как-то так, да. Так, так, так. Ну ладно, пойдемте дальше. Я призываю всех, объясняйте своим детям, не стоит служить в фашистской Российской Федерации. Рассказывайте им, кто и что такое фашистская Российская Федерация. Совершенно верно, Эд, абсолютно, 100% это так. Об этом я уже вот с первых дней, как веду эфир, как ну, широкомасштабная война началась в Украине, вот как я приехал сюда, в Германию, говорю об этом, твержу, ну, и буду дальше твердить, говорить, но вот люди почему-то не до конца понимают, что происходит. Вот вынужден тратить все свое время на то, чтобы разъяснять людям и как-то пытаться донести до людей информацию. Посмотрим.
Так, производится так. Почему-то из всех стримеров, которые вещают тему о войне с Украиной, вообще с чекистской Россией, доверяю на 100% только вам. Остальным нет такого доверия. Я посмотрел очень много. Спасибо, конечно, справедливый человек. Большое тебе спасибо за доверие. Я польщен, честно, но лучше думайте сами. А так я вам скажу, если я не могу сказать, ну, за все кавказские я не скажу, но за большие кавказские и, в принципе, чеченоговорящие вот эти блоги, стримы, которые есть, ну, процентов 90-95, даже самые, особенно самые известные, самые громкие, это симулякры, искусственно созданные блогеры, которые работают на фашистскую Россию. Просто другой спецслужбы не существует для них, они работают на фашистскую Россию. Это, я могу это уже засвидетельствовать уверенно. Уверенно. Доброй ночи, Кипшак. Друзья, еще раз вам напоминаю, распространяйте ссылку, вот вы сидите сейчас, вам ничего сложного не составит, если вы раскидаете ссылку на наш стрим в WhatsApp, в Telegram, везде, где только вы сможете, своим контактам, своим группам, в которых вы состоите. Это очень помогает, это важно еще для того, чтобы компьютер, там, робот YouTube обратил внимание на то, что людям это интересно, и они распространяют ссылку. И таким образом YouTube начинает рекомендовать. Так работают алгоритмы YouTube. Поэтому прошу вас распространить ссылки еще раз, если вам не трудно. Делир салам машвой рыбак машвой. Некоторые комментарии скрыты, говорит. Почему скрыты? Что случилось? Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. А почему? Так, спасибо, кто распространял. Я вижу, не буду произносить ваш ник. Спасибо, что распространяете. Немного вас, но спасибо. И за это вам особенно спасибо. Так, салам алейкум, алейк салам, Зора. Ставлю лайк. Спасибо, Стелла, спасибо. Так. Как вы знаете, сегодня опять какие-то неизвестные инопланетяне бомбили Ростовскую область. Сегодня попали в Таганрог. 12 человек ранено, погибших нет. Что-то происходит с Россией странное. Кто-то, видимо, инопланетяне начали атаковать. Не зря сейчас американцы говорят, что есть НЛО, что есть реально связь с иноземной цивилизацией. Скорее всего, это они бомбят русских. Но у русских все плохо. Плохо так, как никогда не было. Салам алейкум. Так, это было. Вы кто по национальности, простите? Я чеченец. Мия Аласкерова. Я чеченец. А вы, я так понимаю, татарка, да? Гурлар Зизи Олсун. Значит, вы, наверное, у Гурлар Зизи Олсун, вы, наверное, азербайджанка или турчанка, да, если я правильно понимаю. Алейкум салам, саламат. Как вы слышали, под Бахмутом кадыровцев убили 500, было 60, осталось. Да, было более 500 человек, осталось 60. Я об этом вчера говорил, на чеченском языке был стрим. Я могу дать прослушать голосовое сообщение, а то мне там кто-то писал, что якобы нет доказательств там, и так далее, и так далее. На чеченском языке, там буквально 55 секунд я переведу. Давайте я подам послушать. Так, сейчас. Вот он, вот там Ахмад Север, первый батальон, и я тоже, говорит, с первого батальона. Эти все ребята были с нами.
Здесь просто вот это голосовое сообщение сопровождается фотографией. Вот этими, вот этой фотографией. Я так понимаю, это погибшие, но он говорит, что это не все. Ну, здесь реально меньше 100, наверное, человек на фотографии. Вот из более 500 60 только осталось, и я знаю, что все погибли. Вместе с командиром первой роты Мусаева. И он тоже погиб от осколков снаряда. Вот их немного на фотографии. Ну, видимо, на фотографии. А так очень много. Мы даже тела не смогли, трупы не смогли забрать. Максимум 10 тел мы смогли забрать. Где-то лежат, наверное, их никто не собирает. Вот как-то так. Это так, на всякий случай, чтобы никто не обвинял меня, что я, например, говорю от себя что-то. Ну, найдутся, конечно, эти, которые скажут, вот уже один появился. Так, почему я говорю так? Это был, даже есть видео на эту тему здесь, в ТТ на странице. Ага. Ну, это тоже с голосовым, наверное, Агатка, наверное, вот с этим голосовым. Все равно жалко и уже заставляют. Всех, кого заставляют, конечно же, жалко. Но это батальон, это Север называется, Ахмат. Север Ахмат называется. И это Росгвардия. И я думаю, при желании они могли бы туда не поехать. Хотя, конечно, там есть и реально тех людей жалко, кто туда насильно отправлен. А тот, кто сделал свой выбор, добровольно пошел вместе с русскими убивать абсолютно невиновных людей, в Украину он поехал или куда-нибудь в другое место, в Грузию или куда угодно, в Сирию, не имеет значения. Если он со вчерашними своими убийцами едет убивать свободных людей только лишь за то, что они не хотят жить в этой фашистской русне, которые насильно нас затолкали. Но это их выбор. Мне очень жаль, конечно. Мне в первую очередь виноваты их родители. Да, много обстоятельств сложилось, что пошли служить в эти войска, там 3-е, 10-е и так далее. Там весь мир нас предал, оставил один на один с людоедами и так далее, и так далее. Но чувство собственного достоинства должно быть у всех. А предали нас или не предали, нам никто не клялся в верности, и что они будут нам верны по отношению к России там, или еще по каким-то вопросам. Очень жаль, очень жаль. Мне, как чеченцу, это особенно жаль, это все видеть, наблюдать. Но вот эти люди, которые уже подумали, что вот фашистская Россия, она навсегда, и вот меня, например, они бы с удовольствием убили бы или запытали бы в подвале. Добровольно кто туда пошли. С удовольствием они меня запытали, чтобы получить там лишнюю премию, звездочку или приору. Ну вот как-то так, как-то так. Война преступная, война абсолютно несправедливая, и любой чеченец, который оказывается в окопе с русским оккупантом, который вчера убивал его женщин, детей, грабил, резал, насиловал, сжигал, мне кажется, у этого чеченца немножко проблемы. Добровольно кто идет, конечно же, речь идет о том, кто идет добровольно. Но у этого чеченца вообще проблемы с самоидентификацией. Человек, мне кажется, если он только лишь убивали только и женщин, и детей, только лишь за то, что они чеченцы, и он потом с ними сидит в окопе, мне кажется, этому чеченцу нужно понюхать себя. Мне кажется, он должен сам отвратительно пахнуть, тот, кто и вообразили себя, уже посчитали. Знаете, мы вчера на чеченском языке говорили на эту тему.
И когда я начал говорить, что уже так много прошло времени, что мы не можем возразить, понимаете? Вот я сейчас что-то говорю, вот разные за 15 рублей заходят люди, которые работают, они могут и не чеченцы быть, говорить на чеченском, или чеченцы, но падшие до безобразия, просто подхолопные товарищи. И также моих родственников забирают, пытают, и тоже на войну будут отправлять, и убивать будут, и все. Ну, моих бывших родственников, потому что у меня больше не осталось родственников. И охота на меня идет, ну и так далее, и так далее. И только лишь за то, что я говорю, я не призываю их убивать, я не призываю, я сам их не убиваю. Я как человек, который занимается правозащитной деятельностью, призываю к закону и порядку, справедливости, я призываю. И только лишь за это меня ненавидят и хотят убить. Так вот, нас вот всех заткнули таким образом, пытая наших родственников, убивая наших родственников. И вот эти люди, которые служат фашистской России, они подумали, что так и должно быть. И вчера вот человек из ТикТок мне писал, говорит, они уже вжились в роль и уже поверили, что так и должно быть. А так не должно быть и так не будет. Не будет так, что если мы молчим, они думают, что ну это законное право. Но если молодые не понимают, то их родители должны это понять. Родители должны запретить. Отец должен запретить. Отец несет, мать несет ответственность. А вот если они не слушают отца и мать, вот тогда, да, тогда он сам несет свою ответственность за все, что происходит. И они уже возомнили, что это никогда не закончится, что всегда они будут вот при этой власти, что продать честь, совесть, все, что только возможно фашистской России, которая вчера убивала детей за то, что они чеченцы. Просто зато он был вчера ребенком, он и мог попасть в эти жернова и мог быть убит просто. Только лишь за то, их генералы призывали от 10 лет до 60 лет, все бандиты. Женщина, чеченка, которая рожает боевика, она бандитка. Вот как они открыто по телевизору призывали. Бешеные звери говорили на чеченцев и уничтожали. И весь мир аплодировал им. Аплодировал. В том числе, большому сожалению, и Украина помогала это делать. И вот теперь Украина расплачивается вот такими гостями, оккупантами, которые к ней приходят. Из-за того, что таких людей, как Сашко Белый, Беркут и другие патриоты, было не так много в Украине. Сейчас уже тысячи, десятки тысяч украинцев гибнет. За то, что и Грузия также пострадала, которая также помогала выдавать чеченцев. Ну и все остальные, Европа, которая озолотилась, обогатилась на том, что торговала с Россией, торговала нашими жизнями, нашей кровью она торговала. Декларируя о правах человека, отдавали нас в фашистскую Россию. Когда мы говорили, вы не можете нас отдать, нас там убьют. Германия выдавала людей, которых убивали, которых Германия брала на контроль. Казбек, я сейчас фамилию вылетела из головы, был убит парень, выданный, который под гарантией России был отдан, и так далее, и так далее, и так далее, и многое-многое. Поэтому здесь, конечно, все неоднозначно, но и весь мир виновен в том, что вырастил этого Путина. Но что бы ни случилось, как бы ни случилось, человек, мужчина, у которого есть внутри, в душе сердце, он должен понимать, что даже если немцы отказались, что даже если украинцы помогали убивать чеченцев, это не значит, что он со своими убийцами должен идти убивать кого-то другого. Они украинцев убивают, они грузин убивали, ходили, вон, ГРУ есть, Ямадаевская, уходили туда воевать. Но это другие народы. Они нас убивали, они нас пытали. Вот эти все, вот эти северы, юги, востоки, Ахмат полк, там, Унядинок, 3, 10 там, и так далее. Это называется вооруженные силы ФСБ.
они нас пытают, они нас унижают, они убивают наших женщин, оскорбляют, запугивают. Они сидят вот здесь в каждом отделе в оккупированной Чеченской Республике, в полицейском участке сидят чеченоговорящие подонки, которые пишут комментарии исламского религиозного толка, выявляют себе потенциальных жертв, кого они могут задействовать, чтобы там какому-нибудь учителю голову отрезали во Франции. Или же выявляют, вот или пишут вот здесь мне гадости разные. Вот сидят, заходят и пишут разные гадости и там и так далее. Поэтому это, чтобы не было, я просто переходя в общем целом описывая картину, хочу сказать, что бы кто ни делал, со своими убийцами сидеть в окопе, ну это верх моего понимания, верх понимания любого чеченца. Значит, если я убил бы его родственников, его семью, там есть люди, у которых реально и родственники погибли, не просто чеченцы, а родственники погибли. У кого отец погиб, у кого брат погиб, дядя погиб, мама погибла, тетя погибла, там я не знаю кто, много кто погиб. И они идут, и идут. Я не знаю, что у этих людей в голове. И они представляют себя какими-то там смелыми, дерзкими там чеченцами и так далее. У чеченцев есть пословица: смелый мужчина или хонах, хонах, если перевести дословно, рыцарь с чеченского языка. Рыцарь не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Это чеченская пословица. И вот она очень хорошо характеризует вот этих людей. Ты можешь быть каким угодно благородным, изображать из себя благородство. Ты кем угодно можешь быть, но если ты в окопах со своим многовековым врагом убиваешь свободных людей только лишь за то, что они не хотят жить под этой оккупацией, ты такой же холоп. Ты даже хуже этого холопа. Потому что холоп, вот этот русский, он лучше вот этого подхолопника. Потому что он хотя бы своих не предает. Да, он мерзавец, убийца, подонок, оккупант, все такое. Но он хотя бы свое не предает. А ты, продавший свое, сидишь рядом с ним. В моей голове это не умещается. Не могу я это никак понять. И оправдать не могу. Джонс вчера задавал вопросы, откуда у меня, какие у меня доходы. Вот этот Джонс сегодня мне пишет. Вчера он интересовался, откуда у меня доходы, откуда у меня там одежда и так далее, и так далее. Он думает, что нужно лечь под русского, чтобы зарабатывать деньги. Это такой холоп. И вот он мне сейчас говорит, что я против чеченцев. Я против чеченцев, да? Вот все, что сейчас я сказал, я говорил против чеченцев. Получается так. Кто из вас услышал так же, как вот этот подхолопник услышал? А? Что он говорит, что я против чеченцев и что я проиграю. Я не проиграю. Знаешь почему? Потому что я на истине, я на правде. А вы проиграли с того момента, когда под холопа залезли. Вот цуген дюнда шу эшенду. Шу таку стуймах мах бачу. Китео, кучу вен камилшда. Яхит дизерон. Шу гасшан дуахдел. Шайк ам халак дойч на душу. Шу бюхум шу. Киумая шу. Традой дуашен луак ди дуаш. Синте лати дуаш. Но цаум ду шум лейс дюсерюшун твала твадиса. Так, давайте почитаю отсюда комментарий. Так. Во время Дудаева Чечня тоже воевали против Грузии, Картвела. Во время Дудаева не воевали против Саакартвела. Чеченцы, несколько десятков бойцов воевали против Шеварднадзе. Кстати говоря, в это время Гамсахурдия был у нас. Мы его прятали и принимали, когда его на своей земле, на своей родине он
не нашел эту защиту. Его приняли мы, чеченцы, именно в это время. И вот этот вопрос я вновь и вновь поднимать сейчас не желаю, но хватит уже говорить вот эту чушь, которая неуместна, да. Так, так, так. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, так, так. Давайте почитаю комментарии, да. Полностью поддерживаю вас во мнении, что те, кого вынудили в Украине, погибли, те жаль, а те манкурты, что пошли, то добровольно, тех не жаль. حمزة تعوز أقعد عيش موقع. Останется все равно наши дети, которые заблудились. Претензии к их родителям и дети иногда не понимают, но старшие должны знать, война это не вызов в клетку, война это пересечение границ Украины уже межень 24. Я говорю, что молодежь иногда не понимает, что творит, а старшие должны им объяснить, что, кто и что такое фашистская Российская Федерация, служить фашистской Российской Федерации должно быть позор. Да, совершенно верно. Ну вот дальше Рыбак пишет. Сидеть в окопах со своими палачами это не что иное, как мазохизм. И он тоже прав, и ты прав. Я понимаю, о чем ты говоришь, и это тоже правда. К большому сожалению, мы переживаем эту трагедию. Я о ней говорил, и это только начало, еще будет хуже, еще будет, может быть, еще может намного хуже быть. Вот эти все 15-рублевые, которые мне здесь пишут комментарии, они тоже будут забраны на эту войну. Они сейчас пока еще этого не знают и надеются, что их пронесет. Не пронесет их тоже. Потом они будут уже, потом поздно будет, да? Я говорю, что молодежь иногда не понимает, что турит и старшие должны объяснять. Да, совершенно верно. Да еще добавить, надо говорить, всем надо сохраниться, берегите своих детей, объясняйте. Да, совершенно верно. Привет, привет. Кто тут новый, вновь зашедший? Русские по Днепру по жилому кварталу ударили Искандером. Это не могут, это не могут. Так. Основная Россия вытесняет Францию с Африки. Ну, Франция доигралась, доигралась. Russian Asia пишет мне. Russian Asia. Russian Asia. У него Путин стоит, он на чеченском пишет. Да, редкостная, конечно. Все патриоты Украины живут не в своей стране. Почему, Сережа, ты что несешь? Так. Ва алейкум ассалам, Адыгей Черкес. ماشي يا أوجلا ها ما أوجز ويلا اشتغل خشيت تستعم شيء ما ورا يلا так это наверное этот как его Урьер Айер Кана Казбеков прими прямой эфир с какой целью? Какой целью? Аслан Джагар говорил, что Россия будет
стараться вытеснить Европу с Африки, чтобы придавить Европу. Но я не слышал этого, если честно, что он так говорил. Он говорил, что Европа станет внутренним делом России. А, пока никак ли он. Уже не получится у него сделать внутренним делом Европу. Уже все. Поздороваться хотел. Привет, Кана, привет. Аслан, ты с Тузиком общаешься? Нет, конечно, с агентом российских спецслужб я не общаюсь. Ни с какими агентами российских спецслужб. Как только я узнаю, что они агенты, я оставляю и разоблачаю публично. Так. Друзья, ну, пишите ваш комментарий, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Так. По Днепру ударили. Только что. Вот как раз наблюдаю сейчас. Ну, друзья, давайте я вам немножко еще расскажу про интересную аналогию. Украинцы здесь есть? Украинцы, скажите, есть здесь украинцы, которым это будет, это для вас важно, друзья, потому что вы на своей груди не одну змею уже пригрели, и, может быть, вот, вредный Алексей, Ахмат Силас, слава Украине, Днепро, тримайся, героям слава, да, держись, Днепр, Днепр, держись. Да, да, Сон, я знаю, что там в Нигерии переворот, там как раз Путина собрал, там и так далее, и так далее. Ведется целая там работа по этому поводу. Ну, смотрите, я чего хотел сказать. Ладно, потом отдельным видео запишу. Ладно, не буду сейчас пока говорить. Так. Справедливый человек. Она забыла, перестань, она забыла. Она забыла, ты тоже. Все ты сечешь, короче. Зачем ты все это сечешь? Так, Ахмад Силас. Так, говори, Асан. Сан, ну потом я скажу, хотим услышать. Кабардино-Балкария. Ну ладно. Алия на работе. 12-летняя девочка на работе. Приходит на наш стрим, как по часам дает. Ну, алейксалам, я не видите. Что с Кадыром, почему он распух? Я не знаю, почему он распух. Ну, что-то с ним не в порядке, явно. На чем-то сидит, как Брежнева, видимо, посадили на какие-нибудь там препараты. Вот так. Ну, ладно, давайте я вам расскажу тогда. Помните, сейчас я найду это видео. Так, посмотреть позже. Помните, в прошлом году в апреле месяце, 22 году, 9 апреля, на ИА, информационное агентство Грозный Информ, вышло видео, где я сейчас покажу тем, кто у нас тут в YouTube, чтобы они увидели. Вот
Marshal dallo ordo way mach way busal pshnach dünni meldo. Агдал мокла тахна Он передает привет. боевой задач выполните РВЛУ сапачинена 100 ورج القونه صدال مقلع تان حلق ويقن الدزدرج دويري تنسو. Сейчас я, подождите, удалю себя, чтобы вы видели. Видите, да, Рамзан Халитов, это брат этого блогера Хасана Халитова. Короче говоря, человек выезжает в Украину 9 апреля. Тогда я написал и сделал ролик, и написал текст по поводу того, что вот этот человек собирается ехать туда. И вот этот человек собирался поехать туда. Короче говоря, получилось следующее. Он там во главе 100 человек ехал туда там и так далее. Сейчас я вам постараюсь показать еще видео. И он вот в этом своем ролике, который сейчас я демонстрировал, я его весь его не показал, называется «Рамзан Халитов возглавил группу добровольцев для выполнения задач спецоперации на Украине», 9 апреля 2022 года. Вот этот человек якобы насильно отправлялся туда. Но это, конечно же, абсолютно неправда. Абсолютно он не насильно отправлялся. Он дальше выступал вот перед посольством Соединенных Штатов Америки. Вот этот Варшавский договор, страны Варшавского договора. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки пообещали на словах, что мы не на дюйм не продвинемся на восток, было сказано. Вот стоит, А вот вы видите, это брат Халитова, того самого Халитова, которого в Турции проживает этот человек. У него какие-то там дружбаны есть рядом, такие же, как он, видимо. И якобы, никто ничего не понимает, что вот его брат насильно вот стоит перед американским посольством в Москве, США и НАТО пошли вон из СССР, из стран Варшавского договора и так далее. Короче говоря, что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что этот человек никем насильно, на мой взгляд, не используется. Никем. Потому что, вот это нельзя делать насильно. Нельзя столько, у него много роликов. Он состоит в НОД. Национально-освободительное движение. Это путинское движение, которое возглавляет, координирует, управляет много людей. Один из них депутат Федоров. И НОД, кстати говоря, по-чеченски гной переводится. Гной. Очень, очень хорошее название у них. Гноевское. Так вот, сейчас тогда забрасывалась информация, и некоторые бойцы из Украины, из Турции, должны были переместиться тогда в Украину. Понимаете, это борцы, которые будут воевать против России. Вот эти нодовцы, вот этот Рамзан Халитов, вот эти люди, которые возглавил 100 человек, командир, он должен был приехать туда и звал: все, давайте приезжайте, мы будем драться. И таким образом, я полагаю, тогда я пришел к выводу, что они хотят агентуру под видом борьбы против вот этих путинцев, тоже российскую агентуру, и вот эту агентуру соединить и какой-то бардак свой, какой-то план у них. Я не знаю сейчас до конца, к чему они сейчас идут, но я скажу сейчас, что я думаю по этому поводу, что вероятно, возможно, одна из причин, почему они вот эти спецоперации проигрывают. Тогда им не удалось это сделать. Тогда по какой-то причине, может быть, потому что я это видео, вот я об этом говорил, не получилось у них. Но Хасан Халитов, вот этот, вернее, Рамзан Халитов, вот этот кадыровец, путинец, нодовец, они туда поехали, но Хасан Халитов не поехал. Из Турции чеченцы не поехали туда, вот, вокруг которой Хасана Халитова.
Но позже был отправлен другой чеченец из Турции, Рустам, по-моему, его Рустам зовут, Ажиев. Сейчас он в группе Ахмеда Закаева. И аналогичная ситуация сейчас происходит, вот прямо сейчас происходит такая же ситуация, как ровно год назад, в апреле 2022 года. Сейчас родственник Ахмеда Закаева якобы взят в плен и отправляется на войну. И сын Ахмеда Закаева якобы принимает участие в боевых действиях, там где-то они снимают ролик, там они обстреливают какой-то грузовик и там расстреливают человека в машине, военный грузовик российский. Якобы это происходит на территории фашистской России. И вот тогда это не получилась эта ситуация, но по всей видимости очень нужно так сделать так, чтобы с той стороны и с этой стороны были родственники. Вот, может быть, это ошибочно у меня вывод пока, потому что только я сейчас в процессе формирования мнения по этому поводу. Тогда Хасан Халитов и Рамзан Халитов должны были стать братьями, которые оказались по разные стороны баррикад, и объединиться. Вероятно, для этого это должно было произойти. Они должны были помириться, объединиться. И сейчас Ахмед Закаев, который активно пропагандирует нам, что нужно с кадыровцами вместе строить Чечню, что нам нужно объединяться, там, договариваться там, и так далее, а то мы здесь все ассимилируемся и умрем, и срочно нужно во главе с Закаевым вернуться и так далее. И якобы он представляет Ичкерию, что абсолютно незаконно. Ахмед Закаев никак не имеет ни юридически, ни правовом, ни в моральном плане представлять чеченское сопротивление, чеченскую независимую сторону, потому что Ахмед Закаев при любом удобном случае сдает вот эту независимую позицию чеченцев. Поэтому я так полагаю, вероятно, сейчас вот это спектакль с якобы там похищенным братом Закаева, которого отправляют на войну, и сын Закаева, они должны будут объединиться в каком-то бою, где-то встретиться и сказать, ну сколько мы будем друг друга убивать, давайте помиримся. И вот вероятно это может быть связано вот с этим, то что сейчас происходит, вот, нагнетание вот этой истерии по поводу там захват родственники Закаева там туда-сюда. Закаева родственники живут, занимают нормальные должности в России, никто не трогает. Кадыров ноль, я 100 раз это говорил, Кадыров ноль, ФСБ там всем управляет, у ФСБ по Чеченской Республике это Игорь Кочнев, который непосредственно сейчас является главным палачом чеченского народа, который отправляет чеченцев на войну. Кадыров это так, картинка, которую нам показывают. Да, он имеет определенные полномочия, он может убивать чеченцев, кого захочет. Но если они не связаны с Россией и не являются ФСБшниками или там ГРУшниками. Хотя и ГРУшников он иногда тоже мочит, но это когда ФСБ очень сильно мешают и так далее. И вот почему я сейчас вспомнил вам эту ситуацию. Я хотел отдельно сперва написать текст, я хотел отдельно сделать видео, чтобы это было качественно. А сейчас я как бы вам сейчас экспромтом вот это все рассказываю, чтобы вы понимали, украинцы, не говорите, что мы вас не предупреждали. Они не являются представителями чеченского государства или чеченского народа. Ахмед Закаев на каждом слове сдает позиции независимых чеченцев. И один из примеров я могу привести, когда он здесь в Германии встречался с каким-то немецким, еще тогда была Ичкерия у нас деоккупирована, у нас там президент Масхада был, и он, Закаев был каким-то министром, что ли, тогда, министром культуры, не помню точно кем он там, но и по каким-то делам он оказался здесь, в Германии. И Экихард Маас есть такой немец, который очень правозащитник, который много помог чеченцам. Раньше, когда чеченцы были там в Фоворе, когда Ичкерия была независима, он был другом. Сейчас он немножко не так к нам относится. Ну, видимо, из-за таких, как Ахмед Закаев, он тоже потерял веру к нам. Но вот он рассказал одну историю мне, очень характерную для Ахмеда Закаева и его окружения. Когда он встречался с немцем, каким-то там чиновником, министром каким-то,
Министр сказал, что он не будет разговаривать как с представителем независимой Ичкерии, только как с представителем России. И Ахмед Закаев сказал, никаких проблем, давайте, мне нужно поговорить, пообщаться и так далее. Фактически, может быть, немец и проверял Ахмеда Закаева, насколько ему важна вот эта чеченская независимость, свобода и так далее. Ахмед Закаев, не задумываясь просто, слил вот этот барьер невидимый, который ничего для Ахмеда Закаева не стоит. Так как и переговоры, которые вел Ахмед Закаев, в которых участвовал, точнее, Ахмед Закаев, тоже всегда заканчивались в пользу России. Везде и всюду всегда шли на уступки. Якобы там какие-то политические моменты, хотя все сливалось абсолютно, абсолютно, ну, не задумываясь, да, не ценя вообще нисколько. Поэтому вот такая вот ситуация. Так. Так. Так, Закаев это типа Навальный. Ну, ну типа да, системная оппозиция, да. Ну, Навальный-то он внутри страны, а здесь намного все хуже. Намного все хуже. Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Что... Потому что... Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Все, друзья, вновь вошедших, всех вас приветствую, да. Так, ва алейкум салам. Сколько примерно чеченцев на стороне Украины воюют? Ну, 3-4 тысячи. В разных подразделениях, разных группах, тероборонах и так далее. Очень много чеченцев жило в Украине, и почти все принимают участие. Так, ни одного не видел. Грузины, да, литовцы тоже. Но это еще не значит, что их там нет. Откуда столько информации? В смысле, откуда? Так, Винс Джонсонюком у одной бригады. Не понял, Алексей? Так. Я думал, Закаев конкретно против Рашки. Борис, я тоже думал, пока из его правительства, так называемой его театральной труппы, которая изображает правительство, и пытается захватить, узурпировать власть, разбитую постгеноцидную чеченскую власть, чеченского народа, пока его человек мне не предложил работать на российскую разведку. Прямо в машине 3 часа уговаривал меня работать на российскую разведку. После этого, когда я поддерживал Ахмеда Закаева, после этого я публично сказал об этом, назвал имена, фамилии, написал в германскую, немецкую прокуратуру заявление и разоблачаю и буду разоблачать всех, кто работает против нашего народа. И призываю, они делают вид, что это какая-то их власть, они что меня там не замечают и так далее. Хотя все, каждый мой стрим, каждый мой чих, каждое мое слово записывают, чтобы потом мне предъявить. И за 4,5 года они не нашли ни одного повода, где я им соврал, где я в чем-то не смог доказать бы свою правоту, или где-то я был связан с русскими. Хотя они это тоже распускали, они, вот эту все, вот эту чушь свою.
И мы знаем, кто такой Ахмед Закаев и его вот эта труппа театральная, которую он вокруг себя собрал. Хотя там есть и абсолютно искренние люди. Я так думаю, потому что я, как искренний, я тоже был там, и пока мне не сказали работать, и этот человек сейчас на митингах стоит вместе с Ахмедом Закаевым. Вот человек, который предлагал мне работать на русскую разведку, он стоит вместе с Ахмедом Закаевым на митингах. Вот с тем самым Хусейном Джамбетовым, который то же самое. Понимаете, происходит уничтожение чеченского сопротивления и веры в чеченцев. И потому что в первую очередь это удар не по украинцам даже, по нам это удар, по чеченцам, тем, кто там воюет, по ним в первую очередь, а так в целом по всем чеченцам это удар, который вот этот Джамбетов, который стал майором, потом отправился домой, и сейчас вот этот Белокиев, которого тоже по всем каналам у вас там показывают в Украине, общается с этим Белокиевым, берут интервью, и фактически вот это предательство, грань между чеченец-предатель и чеченец-непредатель, пытаются вот размазать эту, смазать вот эту грань между нами. И вот такие люди, как я, мы не даем этого сделать и не дадим это сделать. И даже ценой своей жизни, ценой своей смерти мы подтвердим, что нету между нами единого ничего. Есть враг, который за Россию предатель, и есть чеченец, который никогда не будет ни за что, ни при каких условиях за фашистскую Россию. Так что имейте в виду, кого вы пригрели у себя на груди. Я об этом говорил, я об этом отдельно ролик записывал, обращался к вооруженным силам Украины по поводу того, что делает там ваш Буданов, там вы делаете вот этого Закаева, пригрели все на груди. Ну, я думаю, уже знают, кто он такой, и как бы уже эффект есть от того, что мы говорим и делаем, но, к большому сожалению, ФСБ или СБУ, КГБ УССР очень сильно укоренено в России, и Ахмед Закаев вместе с этими дельцами делает свои делишки. Но до поры до времени, до поры до времени. И еще раз я призываю, и Ахмед Закаева призываю, и всех остальных, я вызывал их на детектор лжи, давайте вместе сядем. Но они игнорируют, потому что сказать-то нечего. В прямом эфире давайте поговорим и так далее. Но это другая история. Так вот, я еще раз призываю Ахмеда Закаева, призываю его окружение, призываю тех, кто мне здесь угрозы пишет. Писать угрозы каждый может, придите, докажите. Но я не об этом. Если вы раскаетесь в том, что вы сделали, максимально сгладите вину за то, что вы сделали, и вернетесь на правильную сторону, уйдете от этой фашистской России и не будете вредить чеченскому народу, чеченскому сопротивлению, чеченскому независимому национально-освободительному движению, которому вы вредите, мы вас простим. Мы вас простим. Уходите, возвращайтесь. У вас есть шанс. До конца есть шанс. Но как только все это поменяется, а вы будете нести ответственность, как Кадыров будет нести ответственность, как Путин будет, когда будет трибунал, вы все будете нести ответственность. Валлахи, биллахи будете. И мои слова, которые я здесь говорю, даже после моей смерти будут свидетельствовать против вас. Потому что вы вредите нашему народу и нашему народу. Хотя вы вредили всегда. Но есть предел всему, есть шанс уйти, покаяться, уйти с этого пути. Поэтому мы, как люди гуманные, всегда готовы простить и принять на тех, на ком нет крови чеченского народа. Янгалбаев тоже на мази с Закаевым. Ичкерев, Варева, все КГБшники, я единственный выбивался из этой среды. Я и Чеченская демократическая партия. Ибрагим, там, Мурат, там, несколько нас, которые говорим что-то. Выбивались из этой просто системы, которая там была. А так нужно было, мне предлагали ехать в Украину, мне обещали золотые горы, все будет там, мне нужно ехать в Украину и вести вот эту свою пропагандистскую деятельность в угоду КГБ или ГРУ, как мне представился закаевский товарищ. Да? Поэтому, так,
Привет, Запорожье, мы тебя понимаем, свободу Ичкерия. Привет, Запорожье, мы тебя понимаем. Отлично, Павел. Я знаю, что понимают, есть люди, которые понимают, американцы понимают, что я говорю. Ну, некоторым может кажется, что я веду какую-то, знаете, политическую какую-то борьбу. И таким образом, грязным, таким подлым способом я пытаюсь... Нет, я не претендую ни на какие политические дивиденды, ни на какие политические посты. Я это делаю чисто для того, чтобы мой чеченский народ вытащить из этого плохого состояния, в которое нас загнали вот такие деятели, как Ахмед Закаев и ему подобные, которые вокруг него присосались и грабили сопротивление, деньги, которые уходили нашего сопротивления, грабили. И я это прямо говорю, не в первый раз я это говорю, открыто говорю, с именами, с фамилиями говорю, видео записываю, говорю, но в ответ тишина, потому что сказать нечего. А я им говорю, если вы хотите выяснять, давайте в прямом эфире, детектор лжи, любые вопросы, которые... Разговаривать с ними бесполезно. Это абсолютно скользкие люди, абсолютно беспринципные люди. И не только Ахмед Закаев, там много таких товарищей, которые вокруг ошивают. Янгулбаевы, которые вчера судили наших партизан, сажали на большие сроки. Теперь это дружки Ахмеда Закаева, Алимпаша Салтыханова, такой же, как Ахмед Закаев, деятель. Билакиев, которого тоже сейчас пригрели, и тоже сейчас он там занимается этой разной деятельностью. Ну, много таких товарищей. Абдурахмановы, братья Абдурахмановы, Халитов, которых я вам сейчас перечислил. Ну, вот это все, кого вы видите, и которых не репрессируют и не преследуют. И знаете, что они еще делают? Моих родственников похитили. Забрали, ну, бывших моих родственников, ныне однофамильцев. И они практически многие, они пророссийских взглядов, вот эти все мои вот эти бывшие родственники, они пророссийские, я не знаю, для чего они их даже похитили, потому что про них всем в селе, в деревне, про них все знают, кто они и каких у них взгляды. И вот эти товарищи, когда хотели похитить моих родственников, похитили, якобы похитили Абдурахманова, там Аянгулбаевых там родственников, там якобы их тоже, их Халитова, чтобы не произнести мое одно имя. Их родственников якобы тоже похитили. А похитили только моих родственников, бывших моих родственников. Сделали, ну вот так они это действуют, так они это делают. Если нужно поднять рейтинг, они вот заходят к Ахмеду Закаеву, Кадыров лично домой приходит, с его братьями там посидит, пообщается и уходит. Других убивают, других пытают, там еще что-то делают. А здесь просто на работу ходят, все, работают. Пенсию не дают людям, понимаете? Пенсию. Если вы как-то не угодны этой власти. А родственники Ахмеда Закаева работают и все и так далее. И поэтому у меня складывается мнение, учитывая личность Ахмеда Закаева, учитывая всю вот эту кашу, которую российские спецслужбы ведут, и ту цель, которую преследуют чеченцы, я прошу вас запомнить. Они хотят объединить, сказать, кадыровцы, мудыровцы, эти завгаевцы, ФСБшники, ГРУшники, что мы все одни чеченцы, что да, мы подрались, повоевали, Ахмед Закаев будет якобы представлять независимую Ичкерию, там другие, третьи, там религиозные течения. В религиозное течение тоже относится, верхушка вот этого религиозного течения тоже относится, управляется там турецкими спецслужбами, русскими спецслужбами и так далее. А мы все, кто не согласится с Кадыровыми, с Мудыровыми, там, с предателями сесть за один стол, мы окажемся психически больными, не хотящими мира, провокаторами, агентами там, американских спецслужб, там, еще кого-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот к чему они хотят нас подвести. И мы должны запомнить, чеченцы, Цундыч, душу носи, должны запомнить, они хотят подвести всячески, что вот тогда, вот, почему-то мне кажется, я еще до конца не убежден в этом, но мне кажется, вот тогда они пытались Халитовых, как будто они окажутся по разные стороны баррикад, потом они как бы объединяются, братство там, ну как мы братья в разных окопах, ну что нам делить там в конце концов. Вот так получится. И сейчас вот по этому же сценарию
сын Ахмеда Закаева якобы там на стороне Украины, того отправляют якобы там на стороне русских, и потом они где-то на фронте встречаются, и там как в индийском фильме, у тебя здесь родинка, у меня здесь родинка, о, ты мой брат, ты мой дядя, давай жить в мире. Если переводить на шутку, то как-то так, да. Аслан, а ты воевал вообще? Вообще воевал. Но это было очень давно. И к тебе это не имеет никакого отношения. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Аслан, Закаев вступил на путь создания исламского государства типа халифат и ал-Дитмадила. Да, Ичкерия Форева, совершенно верно, но это Закаев не вступил. Закаев как бы вначале он обвинял Доку Умарова за то, что Дока Умаров там религиозную там Имарат Кавказ возглавил и так далее. И как бы обвинял его в связях с ФСБ, что за 500 миллионов долларов Дока, наш президент, последний наш президент Ичкерии, продался и так далее, что абсолютная ложь, абсолютнейшая, стопроцентная ложь. Дока был воином, может быть не очень хорошим политиком, но он был очень хорошим воином и до конца верен своему народу и своему делу, которому он посвятил всю свою жизнь, где у него погиб отец, и жена, и дети, и кто только возможен на этом пути. Так вот, сейчас в планах, когда вот это объединение произойдет между кадыровцами, религиозниками и ичкерийцами, которых представляет якобы Ахмед Закаев, цель построить Палестину. И сейчас Закаев выступает вроде аятоллы. Он такой религиозный деятель, они там вот эту религиозную составляющую хотят нам навязать. Россия, ФСБ, не Кадыров. Кадыров ничего не может построить, абсолютно ничего. Только что ему разрешат ФСБ и Россия. Настроили большие мечети, и нас, чеченцев, хотят сделать из нашей чеченской демократической Ичкерии, хотят превратить ее в Палестину, такое религиозное, теократическое государство, образование, не государство, образование это будет, которое будет контролироваться и подчиняться напрямую Москве, Лубянке, ФСБ и ГРУ, как это было с палестинскими террористами, с разными Хамасами, там, третьими, десятыми. И еще больше будет влияние, чем на палестинцев. И таким образом Ахмед Закаев и вот эта вся вот эта группа его подельников и обманутых людей, что самое неприятное, что есть обманутые люди, они тоже присутствуют вокруг них. И прямо вот это все говоря, я пытаюсь до них достучаться, им объяснить это все. Из нас хотят сделать Палестину для того, чтобы, во-первых, мы были инструментом в руках фашистской России, продолжали быть инструментом, как сейчас является Кадыров и религиозники в руках, и Закаев в руках фашистской России инструмента. Они хотят сделать потом уже якобы независимым, потому что сейчас чеченцы это делают не от души, да, из-под палки, да, под страхом, под угрозой. А так чеченец не воюет. Он не от души. Если чеченец не верит в то, что он делает, от того чеченца, тех героических подвигов, вы от него не увидите. Потому что он не верит в то, что он делает. Чеченец должен верить в то, что он делает. А чеченец верит беззаветно в то, что он делает. Вообще, если он в что-то верит, то он в это верит беззаветно. Именно поэтому, фанатично, скажем так, верит. В хорошем смысле этого слова. Фанатично верит в то, что делает. И нам, и чеченцам, нужно преподнести, что мы, вот смотрите, Ичкерия объединилась, помирились, все, давайте, мир, дружба, жвачка. Чтобы стали таким хорошим инструментом, такого немецкого качества, да, инструментом, чтобы мы стали. При этом нужно, чтобы русские смогли уйти от ответственности. А это моя тема, за которую я буду бороться до конца. За то, чтобы за убитых 300 тысяч наших граждан русские должны понести ответственность. Русские и их пособники должны понести ответственность в соответствии с международным правом.
Вот этого я добиваюсь, об этом я говорю, твержу, и именно из-за этого я сижу перед вами и веду вот эту свою деятельность, и занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Вот что они планируют, создать Горскую республику, там Руслан Кутаев, там еще появятся деятели, которых мы еще пока не видим, они потом объявятся и так далее. Вот как я это вижу, вот как я это представляю, и вам советую, чеченцы и не только чеченцы, подумать над всем, что происходит с нами. Так, давайте я почитаю. جونسون حولا حديقة وبرش ولا حيتسأل حديقة سويك جواب سو قوز آشو جرمانيا شو نمسانا سو ميشا آخا أش سو وقتن والي نشخو إلدارو إزما ورسا أدرسا شادك شو شاويقا سچواخل مو شو سيد أمي سو ول چواخلو شو ساويق سو ول چواخلو حديوليش سو ميشا آشو سو كروا проблема ياتر شاي تسوغا دوش عديش خبرش تيوش جواب ديغردو حديقة جواب قوزو قونسوا بلتات ديش دات جواب ديغردو جواب عديغردو أس شق غاز قشن دوق دل شاي دي مريهر شاي ديك دادغيتن عاش دول هيت حوا يشول شو قاب بلترا چسا حين لا بلترا و حين لا هيت حولا دين نقل دين حوا يستريتي تويرواتسا حولا. Ассалам алейкум, тебе нравятся курды? Ва алейкум ассалам. Мне нравятся курды. Почему мне не нравятся курды? Закая хочет у нас вторую Палестину, вечную, бедную, агрессивную. Да? Так. Очень страшное преступление совершили эти люди, чтобы им просто так простить. Дер не простят преступления шинчанам. Бадедич, вы простите, бо ояц. Но ахтам дертян адыч. Ахтам дер. Аслан и теперь на информационный. Совершенно верно, Леопард 2. Если кто-то задает вопрос, ты на войне, не на войне, а где я, как не на войне, да? Так. Ассаламу алейкум. Ночь оккупантам, Кадыркин, Цанам и Жуаном Путин только пакеты, Хаймерс, Джавелин. Лучше пусть Ичкерия будет под влиянием США, чем Москвы. Понимаешь, мы с США можем быть союзниками. Фашистской России, которая нас убивала, совершала геноцид над нами, мы можем быть только марионетками управляемыми. Поэтому это вообще разные вещи, Самур. Конечно, можно вопрос. Я слушаю твой вопрос. Not yours. Так. Насильно отправили Украину воевать. Это смешно и печально, ведь им дают оружие. Пусть направят против тех, кто отправляет насильно. Так, справедливый человек. Странно, что из этих 3 или 4 тысяч чечен, воюющих в рядах ВСУ, только Хусейн Джамбета, который лично был знаком с Закам, перешел к русским. Ну, это не странно, это закономерно. Это очень закономерно. Ну, ты вопрос задаешь или свое мнение говоришь?
Курды, я тебе скажу, ты мне по поводу курдов говоришь. Ни один чеченец, который выступает против свободы любого народа, будь то курды, израильтяне, которые хотят иметь свое государство, любой человек, любой народ на этой земле, который хочет жить свободно, так как он считает для себя правильным, для этого у него есть своя земля и свое понимание этого, ни один чеченец не имеет права отказывать в этом. И любая пропаганда, которая ведется против курдов, против евреев, против любых народов на этой земле, она абсолютно не соответствует интересам чеченцев. Если чеченцы не выступают в поддержку этих людей, которые борются за свою свободу, так же, как борются за свою свободу чеченцы. Поэтому, конечно же, мы поддерживаем, уважаем курдов, знаем, что это гонимый народ, большой народ, разделенный народ. Знаем, что его терроризируют, и Турция терроризирует, и в Сирии, и Ираке их терроризировали. И мы понимаем, что мы с вами одной крови, как говорится, одного горя люди, одних взглядов, одних страданий люди. Основной вопрос, какого мнения о Мусе Ламаеве? Спасибо. Никакого мнения об этом человеке у меня, в принципе, как таковом сформировавшегося нет. Этот человек сперва поддерживал агента российских спецслужб Тумсу Абдурахманова, и потом он перестал его поддерживать, убрал все видео, и это можно объяснить только тем, что на него оказали давление. Потом он снова включился. Давление на него могли оказать только русские. Он был в плену, его пытали, очень жестоко пытали, очень сильно унижали, оскорбляли, как они всегда это и делают в русском плену или в этих КГБшных застенках. И потом он резко активизировался и начал поддерживать Ахмеда Закаева. Что говорит о том, что он направлен на поддержку Ахмеда Закаева, что это из одной вот этой категории управляемой, это не независимые люди, я могу сказать. Мое мнение по этому поводу. Все, кто за свободу, мы едины. Эчкерев Варева, ты отлично сформулировал то, что я хотел сказать. Как вы относитесь к осетинам? К осетинам я тоже отношусь хорошо. Было бы хорошо, если бы осетины также относились к нам хорошо, а не к России. Джамбулатец, Мавари, Муса одно время. Варвари, Сундакцадо, я не следил полностью за всем этим. Но ничего удивительного, ничего удивительного. Так, часть Армении тоже оккупирована. А кем, я извиняюсь, кем оккупирована? Так, по всем направлениям работать на что выиграть у всего мира, у того мира, который был против нас. Это осет. Всех Идигова, Закаева, Сулейманова, Белаки, остальных на полиграф поддерживают такой подход к фильтрации всех стремящихся к власти. Вопросы, связан с русскими, растрачивал ли деньги Ичкерии. СЦ я полностью поддерживаю вообще любого человека, кто пытается говорить от имени народа, кто пытается претендовать на какие-то политические там лавры, посты там и так далее, обязательно проводить через полиграф. Я полностью это поддерживаю, абсолютно, 100%. Ассаламу алейкум, Асан. Надеюсь, у тебя все хорошо, что думаешь об косовском албанце и что НАТО им помогли. Алейкум салам. Вы сейчас много, я сейчас про курдов сказал, вы мне начали, у меня просто про курдов есть определенная точка зрения, про албанцев косовских я тоже как бы имею представление, но не так много. Алейкум салам, Асан. Я считаю, что и косовары, и албанцы, и боснийцы, и все, кто жил в Югославии, в империи, в этой мини-империи, имели право на свободу, и Америка им помогла. Спасибо Америке, я могу сказать. Вот и все. Так. Да, топил за Бартмашу этот, да. Но он только сейчас.
Так, ООН помогает албанцам. Отлично, отлично. А где ты, воин? Вещи, Олег. В смысле, где я? В кресле ты? Не видишь, что ли? Боже, храни Америку. Амин, амин. Господи, благослови Америку. Вот что я могу сказать. Почему же прячется? Олег, я же открыт сижу. Вот мне человек говорит, что 1,5 часа ему нужно до меня доехать. Сейчас я буду ждать 1,5 часа. Я думаю, к 11, к 12 я спать. До 12 я спать не лягу. Почему я прячусь? Ничего не прячусь. Я готов встретиться. Приезжайте, встречаюсь. С любым встречаюсь. Приезжайте. Det är allt vad jag gör olsun. Det är dock inte oättil vad jag gör en vecka. Hadul. Hadul. Сегодня в ТикТоке попался ролик какого-то дорожного конфликта. Автор аккаунта подписал походу украинец. Подписал типа чеченцы нападают на украинцев в Македонии. У меня дежавю возникло. Да, кстати говоря, я так и не понял, что это за видео было, что вроде бы там у украинцев какие-то документы они что-то изъяли. Что-то было. Что-то было, да. Я работаю с албанцами из Косово. Леопард, ты с кем только не работаешь, кто у тебя только нет в твоем коллективе. Так, ворваться, им духа не хватит. Хава еще шамойз, камил штадеш, кучуа харди дуй, закая багаваха харди дуй бой, радела. Российник تقيل شو فاسبانك تقيل شو هروق سويك هرما ألا وجما ألا بور سمون تنزور وديتياش هو وروالين هو خرويز نتعيج روسوا отцел камелдинша هو ورو قاعد دي دو ألق شيت дал сюда уже Ватсон после 12 не беспокоит завтра утром если что а воро а окдала. Так, почему все эти балканские страны так ненавидят друг друга? Ну, насильно, может, были присоединены друг к другу. Не знаю все детали. Да, американцы тоже есть. Круто. Почему тогда ты где-то в Европе, а не в Ичкерии, не со своим народом? Ну, понимаешь, моя страна оккупирована, и я со своим народом, как ты видишь, я не могу, ты же не можешь сказать, что я ничего не делаю и где-то сижу, спрятавшись. Вот люди знают, где я живу, говорят, 1,5 часа подъедут. Сижу, жду, открыт, ни от кого не прячусь, спокойно хожу, перемещаюсь. В бункере не сижу. Почему же прячусь? А то, что вы хотите, чтобы я там попался в плен, меня там сломали, переломали все мои кости, уничтожили, убили, там, или еще показали меня избитым, током запытанным и так далее, но я не горю желанием. В плен я попадать не буду. Поэтому я решил заниматься своей идеей. И вообще я не собираюсь ни с кем воевать. Я правозащитник по факту. Но когда мне человек говорит, я сейчас приеду, я тебе сейчас покажу 1,5 часа, там вот такие угрозы он мне дает. Но я вынужден принимать его вызов, потому что я чеченец. А страха они от меня не дождутся. Правозащитники, ботаники, не имеет значения. Я чеченец. Один раз родились, и все из кости, из мяса сделаны, и один раз умрем. Давайте проверим, кто из нас больше верит в то, что делает. Вы или я? Ну, по-честному, не из-под тишка, из-за угла, подло. А прямо я иду с тобой, иду лоб-лоб с тобой сталкиваться. Давай, ты и я столкнемся. Давай, полный вперед. Что вы хвалите Америку? Потому что я горжусь Америкой. Я люблю Америку.
В интернете они все такие смелые. Да, в интернете смелые, вы не видите, совершенно верно. Аллах сила. Бесспорно, курды. Аллах сила, конечно же. Господь наш Создатель, это сила. Так, давайте дальше. Эти боты, они и те же вопросы каждый стрим по несколько раз задают. Почему не на роде, а почему не воюешь, а почему не это, почему не то. Ну, закончились у них, как его, Олцуна. Креативщики закончились у них. Кест ца гурвайн кенти ичкери. Кест ца гурвайн кенти ичкери. Да, мула тамерлан. Кест хиц машхир бушун. Валла билла чо хиц машхир бушма бушун. Просто муэт цац болчан. Шен муэттек шашти дейр душе ухи духир дейр дац. Да, мулам дейр дац. Они о нас хорошего мнения и знают ситуацию. 1,5 часа подъеду Бохчу Дахьяцна. Дахьяца. Ще, дадуется, да, бедоч, да. Бедоч, дадуется. WhatsApp пишем, кстати. Масана ёешься, WhatsApp пишем. Телефон ту, хало, номерит. Сухару, суважу, сотю, шу, алешта. Ночи, эдля. Чучтушена, да, милу оле матуй. Ну, бадер чучтуар яцаш, аш килуи лютешенбех бирбу, цана митинг алач, цана кичен алач, те дахтан, айла ус оттерду, иди дуаш. Все эти провокаторы у нас в реестре. Да, это правда, да. Они у нас разного мнения, не всегда хорошая ситуация, не все они знают. Мало кто знает все как есть. Да, это проблема СЦ. У нас большая проблема в том, что у нас не доносится достоверной информации достаточно. Просто я могу с американцами подъехать. Да, у меня дома американцы, Леопард. Леопард, да. Кто хочет разобраться, вам придется сначала со мной разговаривать. Если дух хватит, поедет. Садекалош, цаум, знаете, очень важно, друзья. Я вновь и вновь вам напоминаю, потому что я понимаю, вас это может задевает так же, как это задевало бы меня. Я не хочу, чтобы это будет провокация с вашей стороны. Если вы что-то сделаете без моего ведома и без моего согласия, ни в коем случае ни с кем не встречайтесь. Я готов к любому развитию событий. Я готов полностью нести ответственность за все, что говорю. Я лично несу эту ответственность и за каждое свое слово, за каждое свое действие. Поэтому мне будет вред, если вы встретитесь и вы пострадаете, или они пострадают, а потом вы пострадаете, соответственно, потому что закон есть для всех, и вы можете просто попасть в тюрьму. Поэтому я категорически против того, чтобы вы категорически просто цаумадилаш, дигар душунса. Оцейлер маэллаш, сунтешен бяхульшун сунаш ишдич. Шун дерес хульшу дал си дуэль. Валла сун махашун. Валла сун арлур мавачун. Аш шек дадоуце вишун. Вакивин урвачун кускачек. Цаш yiku ячун сутя. Дал мула. Наксана совел даволит ах уже шайн баахит тагди дуаш. Бор бәтсен просто болтает. Бор бәтс вошельч. Овоцы олшвору. Салам алейкум, как у вас дела? Все отлично, валейкум салам. Болтает деш бо. Не трать время на эти промокат. Адбит ушейн болобан. Холдок цари шишей. Им баду. Макал дергер. Aslan Putin Afrika вақ кері вер шайыл Африк волч гирион гирсвил. Да, Путин испугался ехать в Африку, и поэтому вся Африка приехала к Путину. Отлично сказано. Совершенно верно.
Путин не выездной. Путин будет сидеть в своем бункере и будет оттуда визжать, да, и все, что будет делать Путин до конца. А потом его тоже не станет. И как и не станет террористической банды ФСБ, которая будет осуждена. Все архивы будут рассекречены. Все преступники будут подвергнуты люстрации. Да, в первую очередь это произойдет сейчас в Украине. Такие товарищи, как Фейкины, Невзоровы, Арестовичи, Подаляки и все вот эти товарищи будут в обязательном порядке отстранены от власти. Потому что на их, они сейчас там, американцев, Запад там им оружие не дает, на их руках также есть кровь, как на руках Путина. Вот этих Арестовичей, вот этих Подаляков, вот этих Невзоровых и вот этих Фейкиных разных. Да, будут все привлечены к ответственности. Если Путин не идет в Африку, то Африка пришла к Путину. Да, только Путин побоялся прийти в Африку, да. Да, собрал, говорит, мы сейчас там африканцы там туда-сюда. И бедные африканцы, я думаю, бедные, на самом деле бедные африканцы, в прямом и в переносном смысле этого слова. Получается, когда-то использовали в качестве рабов, очень большой вред нанесли. Затем Европа, вся Европа высасывала и рабов, и полезные ископаемые. Вела войны, очень жестокие войны вела, очень жестокие, геноцидальные войны вела. Франция вела, другие страны вели. И сейчас, слава богу, это в прошлом, но еще влияние осталось. И сейчас они фактически никому не нужны. И приходят сейчас китайцы и просто пользуясь их тяжелым положением, закредитовывают их очень страшно. Просто в кабалу вгоняют их китайцы. И сейчас Путин тоже решил поиграть на этом. И эти бедолаги сейчас, чтобы как-то выкарабкаться, готовы под вот этих, и под китайцев, и под русских. Бедолаги. Бедолаги. Рашка скоро станет в составе Африки. Да, война. Шойгу поехал в Северную Корею за оружием. Да, скорее всего, Шойгу поехал за оружием. Им не хватает оружия, и они дальше будут продолжать вести эту свою фашистскую войну, преступную войну против Украины. Им нужно оружие. Китай им не помогает, Китай им в этом не союзник. Из-под тишка где-то что-то там Китай может сделать. Ну и на этом все, да. А так Северная Корея может, там русские сейчас им хлеба дадут, там макарон, еще чего-нибудь. Посмотрим. Так, вся Африка приехала к Путину, чтобы лишь бы он в Африку не приехал. А сам, может мне подъехать, хребет вместе ломать будем? Нет, свобода или смерть? Нет, не надо, спасибо, да и исхода. Так, а ведь бесплатно никто сейчас не едет к Путину. Сколько миллиардов долларов он тратит на такие визиты африканских глав? Совершенно верно, справедливый человек. Ты абсолютно точно подметил. Пригожин, Мавартига, Аишвара, Сурт, да, Пригожин. На твиттере Чечен Пресс, команда Закаев, занимаются упреками в адрес США, стараются обвинить их в проблемах ЧРИ и Украины. Совершенно верно, СЦ. Сейчас Украине вы увидите, вот вы уже, наверное, наблюдаете, как разные арестовичи, сейчас я вам покажу этот ролик, я его специально сохранил, если он у меня остался. Вот он. О том, ну, фактически уже обвиняют. Представьте, Арестович, который столько времени нам рассказывал о том, что ленд-лиз не нужен, что там все нормально, там он каждый вечер, как на работе, да, на работе точнее, сидел с военным преступником Марком Фейгиным, который под командованием Радка Младича убивал боснийцев. Фактически вот этого человека он ввел в информационное поле Украины и так далее, и так далее. И теперь они говорят, американцы виноваты, Запад виноват. Представьте,
Представьте, какую свинью они подкладывают украинцам. Вот этот Арестович, он 1,5-2 года якобы они сейчас поднимут восстание, Гудков, Фейкин, кто там, Пономарев, там вот эти террористы Пономарев, они поднимут восстание. При этом ни разу они не призывали ни к восстанию, ни подъему, не объединяли людей, чтобы там как-то сформировать там какой-то костяк, который будет сопротивляться там КГБшной, путинской вот этой власти и так далее, режиму этому. Успокаивали все это время, фактически, ну, сводили на ноль все усилия, которые вкладывала украинская армия. И сейчас открыто, вообще без зазрения совести, Арестович, вот послушайте, говорит, что американцы, кстати, оказывается, виноваты американцы. Представьте, что будет, если сейчас американцы просто плюнут на все и скажут: пошли вы к чертовой матери. Хотя им проще не плюнуть, а вот этого Арестовича посадить в тюрьму. Точнее, украинцам нужно давно посадить и Подоляка, и вот этого Арестовича, и Геращенко, и Невзорова. Вот этих всех людей нужно привлекать к уголовной ответственности. Ну, давайте послушаем. Сейчас. Союзников, я впервые это произнес, подлость со стороны союзников. Подлость со стороны союзников. Путина как фигуру. Они сделали все, что... Я присоединяюсь. Присоединяется наша неуважаемая Латынина, та самая, которая сидит в России. Самое интересное, они общаются на украинские каналы, уже приглашается Соловей. Он из своей конспиративной квартиры, которая постоянно одинаково вся, и мебель, и все у него одинаково все всегда стоит, вещает. На украинских каналах уже вещает Соловей. Вы знаете этого персонажа? Это абсолютно ГБшный персонаж. И вот и Латыниной общаются. И с Латыниной ничего не происходит. С Украиной общается Латынина, и все нормально. Они делают все, чтобы мы его не разгромили и сберечь его режим. Смотрите, что говорит. И это нехорошо. Смотрите. И еще делают все, чтобы мы ослабли, бляха, в ноль на этой войне, остались без армии боеспособной, без поставок, и умоляли их, чтобы они определили наше будущее. Вот. Там, Залужный сохранит боеспособную армию. И на Залужного переключается. Вот что, смотрите, говорит. Он говорит, американцы, его союзники его, которые вытащили просто за шиворот просто из тяжелейшего положения Украину, он все это время поддакивал там, что ленд-лиз не нужен и все остальное. А теперь он говорит, что они все довели до того, что Путин их вот убивает. И, ну, фактически он обвиняет не Россию, а американцев. Вот и вся благодарность от КГБ УССР. Или ГРУ УССР, не знаю, как это будет там верно. Ну, короче, подхолопник этот ваш Арестович. Так, давай, сейчас идет такая тема, что между русскими и байденовской администрацией договорняк юбок. Штабах об этом говорит. Да, говорили об этом. Тот, кто подъедет до Астана, за то, что он сказал про ЗК, почему он не с ЗК в Украине на передовой не воюет против нашего врага, а сидит от себя на стене 1,5 часа езды. Так, Асан, ты знаешь, что недавно Путин простил долги африканских, я не помню какой именно. Но там, по-моему, в целом шла речь, там сколько, 20 с чем-то миллиардов было, в целом эта речь шла. Так, США вправду поставляет пипеточные дозы вооружения в Украину. Но это твое мнение, справедливый человек. Пипеточная она или не пипеточная, но инициатива полностью на стороне Украины. Ну, мне кажется, пипеточная, что значит пипеточная? Это вообще, что за такие, это Илларионов так говорит, да, я это слышал. Но что значит, миллиарды долларов это пипеточно? Я не знаю, воюют 1000, там, по-моему, 1000-1500 американцев воюют, грузины воюют, поляки воюют, все танки, все, ну все просто есть. А что сделали украинцы? Украинский военно-промышленный комплекс что сделал? Ракеты они есть, вот я недавно читал, многое что уничтожено просто, фактически не произведено ничего, никто не готовился к войне. Хотя нужно было, следовало готовиться. Поэтому давайте не зеркало винить,
разобраться, кто... Я утверждаю, что Арестович, вот эти все вот эти деятели, они работают на руку России. Я это утверждаю, я это уже давно утверждаю. И они вредят. Мы, чеченцы, именно так проиграли нашу войну. Русские ведут войну для того, чтобы отвлечь внимание для захвата власти. Понимаете? Если их армия не справляется, нахрапом справится, то ведется план Б, или это основной план А, который захват власти. Вообще само государство, советское государство, система КГБ, НКВД, она формировалась как террористическая организация по захвату других государств, власти в других государствах. В этом они самые большие специалисты. Понимаете? Именно этим сейчас они и занимаются в Украине. И у меня большие вопросы вызывают и администрация президента, или как он там, офис президента и так далее, и так далее. Ты, наверное, думаешь, что ты нужен Америке. Алекс, вся проблема в том, что я так не думаю. И даже, знаешь, что я думаю, есть вероятность, что вообще ни я, ни чеченский народ Америке может быть не интересен. В силу разных обстоятельств. Это я допускаю. Понимаешь? Поэтому, а так, ну, я говорю свое мнение. Америка это самая мощная супердержава, которую русские боятся просто очень сильно боятся. Почти как чеченцев и сейчас как украинцев боятся. Понимаешь? И я знаю, что они держат слово. Я знаю, что они могут при желании помочь. И таким образом я к ним обращаюсь вот таким вот необычным способом. Я пытаюсь обратить внимание на нашу проблему. Я хочу вывести чеченцев из того нарратива, из тех стереотипов, клише, которые вы, русские террористы, повесили на нас, назвав нас террористами, исламистами, каратистами и так далее, и так далее. Я хочу вывести таким образом. И у меня удается, кое-что я сделал. Немного, правда. Хотелось бы намного больше, но будем продолжать в том же духе. И разоблачать фашистскую русню. Так, я так и не понял из рассказа Стабаха и других людей, что Байден обвинял каких-то коррупционных действий, которые известны русским. Ну, я тоже не знаю этого. Украина пронизана агентами русских, поэтому США не помогли Украине до самого начала войны. Украина продала тысячи танков, десятки самолетов и другого типа вооружения. Не Америке интересна Ичкерия, а Ичкерии интересна Америка. И еще Россию боится, Америку как огня. Так, если мы не нужны, они даже о нас только вскользь вспоминают. У них много других проблем. Китай, Украина, Россия, внутренний долг, терроризм. Америке мы не нужны. Они даже о нас только вскользь вспоминают. Да, СЦ, к большому сожалению, ты прав. Но это не значит, что мы не должны бороться дальше за свои права и призывать мир услышать нас. Так. Этот полиграф почему-то не спасает украинский политикум. Я знаю, что украинские политики проходят полиграф наподобие американцев. Чири, нет, не совсем так. Они проходят, да, там на военную службу там проходят, там и так далее. И знаешь, еще есть одна проблема, что если я не доверяю СБУ, вот, если так сказать, да, и ну, что может быть, если СБУшник, я военным верю, Залужному верю, потому что Залужный реально честно и четко выполняет свою задачу по защите своего государства. А вот вокруг то, что творится, мне это напоминает чеченское дежавю. И сейчас, только сейчас они собираются
вводить законодательно, вводить полиграф. Об этом Гончаренко, кстати, носил заявку в Верховную Раду по поводу вот именно по прохождению полиграфа. Поэтому еще они не дошли до этого полностью. Там у них есть, военные проходят. Мне тут писали чеченцы из батальона или, я не знаю, отряда, как у них называется, Хамзата Гилаева, что они там проходили полиграф там, и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, насколько там все это правильно и верно, но полиграф это тоже не полностью он, ну, как бы панацея от всего. Полиграф, во-первых, если подготовить можно и обмануть там, и полиграф не сам человек может даже обмануть, а эксперт может оказаться. Человек, которому скажут, вот этого пропусти, а этого там загаси там, и так далее. Так может сложиться. Важно, хотя полиграф сейчас современный полиграф очень мощный там, и так далее, и очень точно определяют. Там 97%, 98% они могут установить, врет человек, лжет человек или нет. Но еще дело в том, что нужно смотреть не только по одному полиграфу, нужно смотреть на всю его биографию. Что это за человек? Бэкграунд человека говорит очень о многом. Где он был, с кем он был, какие вещи там. Поэтому одного полиграфа недостаточно. Тебя надо к этому полиграфу отправить. Видеоблог. Я призываю всех прийти со мной на полиграф. Моя организация, моя правозащитная ассоциация Human Rights Center Ичкерия готова оплатить. Мы готовы оплатить полиграф независимого эксперта. Я готов его при вас в прямом эфире, в интернете выбрать, на кого вы укажете, зрители. И оплатить любому, кто приедет. Вот кого я называл, да, с кого я подозревал. Но они уже не приедут, и поэтому понятно с ними все. Но я готов. Давайте, в любое время, да. А если вы оплатите, с удовольствием, видеоблог, давай, ты оплати, я пройду вместе с тобой. Бороться нужно и искать поддержку у США можно и нужно, только потому что Россия этого союза Ичкерия США больше всего боится, и поэтому представляет нас Западу как исламских фанатиков. Совершенно верно. А Джамбетов, интересно, проходил полиграф? Я не думаю, что он проходил. Но вопрос хороший, конечно. Закаева надо спросить. Закаева надо пропустить через полиграф. Хотя можно и без полиграфа уже сделать вывод. Хусейн Полишрафович. Да, все ночи те, кто приехал воевать в Украину против наших врагов расистов, проходят полиграф. Это я тебе писал об этом. Ага. Бег ночью. Понятно. Но ты уверен, что все проходят? Может, вот вновь, которые сейчас приезжают? А так, получается, и Джамбетов проходил этот полиграф. А как тогда получается? Бег ночью. Кто проводил этот полиграф? Кто проводит? СБУ проводит или же военные проводят этот полиграф? Россия боится Союза Ичкерии, Грузии, Украины, США. Да, совершенно верно. Союза Ичкерии, Грузии, Украины, США. Совершенно верно, Самур. И именно это должно произойти. Сейчас практика. Те, кто хочет приехать, проходит полиграф в Польше. Последний полиграф прошли 3 из 10. Опа. Дела бэк. Что интересно. Дарис. Вайн что ушум дарис. Алиле ма что ушер вайн. Шайдалар бюгал вайн. Hatsa yok вайн. Ona işte eş güç ve igadir. Нахрапом, да, лгова yok, отец yok. Арам сол ценса гуарам арам уэля уоли да сом хоя арчутте да со иш иум лил дешкар иш лимади навайкар.
Полиграф обмануть очень трудно, я это знаю на все 100. Бег ночью сейчас проходит, а раньше проходил ли джамбет? Нет, джамбета не проходил. Эта практика только с этого года под ГУР. Вот гуру я еще доверяю. Мне не нравятся некоторые вещи, которые там Буданов говорит. Сказал, точнее, одну вещь. А гуру военным я доверяю. Я Залужному доверяю. Да, Залужному доверяю. Надо же кому-то в этом бардаке доверять на 100%. В России не нужно полиграф, ведь там автократия. Если заподозрят связь с США, просто грохнут. Ну, почему же? Там тоже будут проверять, поверь. Так, Джамбета проходил через... Джамбета проходил через пищеблок в око. Так. Асан, кто ты такой? Я доверяю, я не доверяю. Я твой крестный отец, Дон, я. Он только 2 месяца в рядах ВСУ и не был с чеченцами. Джамбетов был только 2 месяца в рядах ВСУ и не был с чеченцами. Ага. Ну, что не угадали. Гучу ервар альбоя. Интересно, конечно. Все очень-очень интересно. Так, друзья, я на этом свой стрим закончу. Мы уже более 2 часов в эфире. Я думаю, завтра или же в воскресенье на чеченском языке, в понедельник в это же время на русском языке, если все как будет по плану. Следите за уведомлениями, которые будут приходить. На этом я свой стрим заканчиваю. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Ади köl büzde alöl masere marş oilşo. Dala vayn tulam welq. Dala vayn yaşolar harcu yatser işya hayqal sobar düenal hüner welq vayn. Всего самого.